Череда творческих отчетов добралась и до Мирного. Многолетняя традиция проведения концертов всеми крупными предприятиями с радостью воспринимается сегодня. Это не только раскрывает творческие способности работников промышленных предприятий, но и работает как один из лучших инструментов по укреплению корпоративного духа. В Мирном в творческий бой первым ворвался коллектив Треста «Алмаз автоматики» и порадовал зрителей и жюри. Лаконичное напутствие от руководителя и председателя правкома, которые в этот день необычайно гордятся своим коллективом. На выставке особое внимание авторам, ведь не каждый день получаешь возможность увидеть, с каким творцом ты работаешь рядом. Вот, например, инженер электроники Лена Короткова, создатель этих ангельских кукол. Работа авторская, начиная от образа и выкройки, заканчивая малейшими деталями. Я раньше занималась многими техниками, и вязание, и шитье, и валяние, и куклой, и вышивкой. И теперь все это объединилось в одну. Эту девочку зовут Ангелина. Но это ангел, это работа на заказ. Почти музейная экспозиция двух коллекций. Значки Сергей Сербулов начал собирать еще в детстве. Как и многие из его сверстников, однако до зрелого возраста это увлечение сохранили немногие. Самые редкие значки вот здесь вот находятся. Вот 50 лет Якутии. Если у нас, по-моему, Якутия, советская власть пришла в каком, 19-м году, то значит, с 69-го года вот здесь вот значки находятся. А в коллекции колокольчиков есть вообще уникальные экспонаты. Допустим, 19 век колокольчик куплен в Германии на блошином рынке. Покажите нам его поближе. Ага. Здесь была представлена и живопись, и художественная фотография, и популярная в последнее время вышивка. Но основное ожидало зрителей в зале. Хор «Алмаз автоматики» – это вообще, как говорится, отдельная песня. Именно за него коллектив всегда получает похвалы от жюри. Ведь более объединяющий способ творчества трудно представить. В военной тематике в нынешних творческих отчетах особое место. Оно и понятно. Юбилейный год все-таки обязывает. И в этот раз отчет «Алмаз автоматики» порадовал большим количеством молодежи. И как бы ни старались противники духовных граней, именно это доказывает, что творческие отчеты – это совсем не пережитки, а просто форма модного ныне в больших корпорациях тимбилдинга.